Ингушское башенное селение Харп – архитектурный комплекс, представленный множеством исторических объектов, 4 склеповых могильника, 1 боевая башня высотой 13,5 метров и 8 жилых. Вот так, камень за камнем восстанавливали объект реставраторы в прошлом году за счет средств фонда «Сафмар» Микаила Гуцариева. Вот так сейчас выглядит родовое наследие Матиевых и Амирхановых, да и ингушского народа в целом. Но вот что главное, башенный комплекс покорил страны Европы, Америку и Азию, приняв участие на международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Харп стал обладателем золотой статуэтки. Мы участвовали в разных конкурсах, которые проходили в Петербурге, в Москве. Мы представляли Ингушетию в Самаре, представляли в Тюмени. Интерес был огромный, но до сегодняшнего дня все объекты, которые мы представляли, они были отмечены дипломами. Это были и золотые, и серебряные дипломы. Их уже, я тут на днях взял и посчитал, около 10 штук. Вот. Интерес есть. Соответственно, в этом году было принято решение представить именно архитектурный комплекс Харпе на международный конкурс «Золотой Трезини». Собственно, что и было сделано. Это не обычный конкурс. Все работы в виде фотографий, описания, чертежей загружаются в интернет. В Международный совет и жюри премии «Золотой Трезини» входят представители 34 стран. Это и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский и руководство музея Кремля, а также ряда музеев западных стран. Международная премия ежегодно присуждается авторам наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. В этом году среди 1100 объектов из 53 стран, представленных на конкурсе, был и комплекс Харп. Значит, жюри оценивало работу в течение нескольких месяцев. Мы, естественно, с нетерпением ждали результатов, кто же войдет в финал. С удивлением мы узнали, что в номинации «Реставрация» Харпе, обогнав такие значимые проекты, как Петергоф, ВДНХ в Москве, сейчас не вспомню, ряд очень известных других объектов из разных городов и стран, вошел в тройку финалистов. И, соответственно, 15 ноября в Государственном зале Эрмитажа состоялась церемония объявления и награждения проекта, занявшего первое место. Номинация «Лучший реализованный проект реставрации». Победитель – башенный комплекс Харпе, Россия, Республика Ингушетия. Заявитель АСМ Групп. Золотого Трезини и диплом победителя получает генеральный директор АСМ Групп Алексей Григорьевич Михайлов. Значит, Харпе занял первое почетное место, получил позолоченную статуэтку, которую, естественно, я отвез в Москву, передал в благотворительный фонд в Сафмар, поскольку считаю, что это правильно и нужно. Инициатива, естественно, идет оттуда. Вот. По сути, статуэтка это является неким архитектурным Оскаром, учитывая тот путь, который в течение года, пока шел этот конкурс, пришлось пройти, учитывая тех людей, которые все работы оценивали. Это бесспорно признание труда реставраторов, если учитывать, что ничего нового они в объект не привносили, а занимались лишь восстановлением объекта, то жюри со всего мира оценили архитектурные творения наших предков. Как делится Алексей Михайлов, за 3 года деятельности АСМ Групп в Ингушетии был удручен тем, что о горных красотах региона мало осведомлены в мире. А сейчас, благодаря президенту группы Сафмар Микаилу Гуцариеву, об Ингушетии не только услышали, но и увидели частичку края башен. Стало звучать само слово Ингушетия, само название Ингушетия.
И вот это, наверное, было самое важное и приятное. Потому что благодаря участием в конкурсах, освещением в различной прессе, люди узнают, это очень важно, потому что это уникально и это очень важно. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.